В эфире «Актуальное интервью». В Якутск в рамках федеральной программы «Большие гастроли» прибыл Амурский областной театр драмы. И гость нашей студии – руководитель театра, человек, который возглавляет и вдохновляет театр вот уже 20 лет, Татьяна, заслуженный работник культуры России, Татьяна Бедина. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Ваш театр намного старше нашего русского драмтеатра. Какие традиции вы сохранили и чем гордитесь особо? На сцене вашего русского театра мы открываем свой 135-й театральный сезон. Наш театр действительно старше МХАТа. Мы открываем сегодня спектаклем «Ночь перед Рождеством». Этот спектакль поставлен большой командой украинских профессионалов. Я думаю, зрителям будет очень интересно. Когда мы готовили репертуарную программу к вам на гастроли, мы сначала посмотрели, что в вашем репертуаре, и постарались привести спектакли, которых у вас нет. Потому что не секрет, что у театров часто репертуар повторяется. И мы привезли к вам такие серьезные работы. «Горький хлеб Албазина» – это история освоения Дальнего Востока казаками-первопроходцами. И мы приглашаем всех на этот спектакль. Мы привезли замечательную пьесу «Любовь и голуби», известную во всей стране и с успехом, который идет у нас на сцене. Мы привезли молодежную хард-рок оперу «Рыцарские страсти», костюмированный, яркий, с боями, со шпагой, танцами, вокальными партиями и так далее. Мы привезли несколько детских спектаклей. Я думаю, зрители с интересом посмотрят спектакль «Пиковая дама» и, конечно же, классическое произведение Мольера «Тартюф». Так что мы, зрители, каждый день в течение 2 недель ждем на вашей площадке, но с нашим репертуаром. Театр играет определяющую роль в формировании духовной культуры нации. На ваш взгляд, сегодня государство понимает этот постулат и достаточно ли поддерживает его? Я думаю, понимает. Не случайно 19-й год объявлен годом театра в стране. Не случайно появилась эта совершенно замечательная программа «Большие гастроли», потому что первоначально в ней принимали участие только московские театры, а теперь региональные, которые подтвердили свою жизнеспособность. Мы, по крайней мере, 2 года уже работаем по этой программе. В этом году мы подбили ваш театр вместе с нами принять участие и написать совместный договор, что мы готовы. И мы уже подали заявку на следующий год на большие гастроли. Я думаю, это очень хорошая история, и расходы здесь, конечно, колоссальные. Кстати сказать, что наш театр ежегодно из федерального бюджета получает какие-то средства по различным грантам, программам и так далее. Они больше, меньше, но тем не менее это есть. И мы в последнее время стали также получать от своего субъекта федерации средства на постановку спектаклей, дополнительную недостающую долю на гастроли, на содержание и так далее. Забота чувствуется. А потом, выполнение указов президента майских 2012 года о повышении заработной платы, они тоже сыграли свою положительную роль. Мы бы хотели, чтобы так и продолжалось. А исходя из чего формируется репертуар вашего театра? Это сложная история. Здесь много всего. Конечно, обязательно в театре мы ставим сколько-то произведений классики, потому что на этом именно проверяется профессиональное мастерство и актеров, и режиссуры, и всего театра. Но, конечно же, мы учитываем такой сегмент зрителя, который в театр приходит просто отдохнуть, просто убить, что говорится, время. И от того, насколько ему будет интересно, захватывающе и так далее, зависит, придет он в театр в следующий раз или нет. И у нас также большой детский репертуар. Но кто-то должен, извините, прививать вкус к детям. Это произведения классики, как Пушкин, Островский и так далее. В том числе театр своей целью ставит привитие патриотических чувств, любви к родине. Вот с этой темой мы обязательно в репертуаре имеем 1-2 спектакля, с которым надо отдельно работать. Поэтому я вот точно приглашаю зрителей на «Горький хлеб Албазина». Это история освоения 17 век Дальнего Востока.
А вот на ваш взгляд, как найти в театре ту золотую середину, чтобы и зрителям нравилось, и и развиваться творчески? Это самый сложный вопрос. Золотую середину определяет зритель. Он голосует своим рублем. И он или смотрит, или это не смотрит. Если это произведение классики, чего бы нам очень хотелось, надо уж очень постараться заинтересовать зрителя прийти. Но, к сожалению, правда, такие спектакли не имеют огромной, колоссальной кассы и так далее. Тем не менее, они в репертуаре есть. Но есть спектакли, так, например, спектакль «Палата бизнес-класса». Это про сегодняшний день. Мы привезли его вам. Зрители пойдут, будут смеяться до упаду и скажут: боже мой, а у нас ведь точно так же. Точно так же. Это, знаете, ревизор сегодняшнего дня. Посмотреть вот на издержки нашего общества, на нарушения, на неправильные поступки. Люди смеются, смеются, а потом уходят и задумываются. В любой комедии тоже есть великий смысл. А вот как часто Амурский театр драмы бывает на гастролях? Бываете ли вы вообще за рубежом? Вы знаете, мы гастролирующий театр. Каждый год обязательно. Вот хоть на 5 дней мы стараемся выскочить, потому что без проверки себя на другом зрителе театр перестает расти, и он плесневеет. Вот за годы моей работы мы неоднократно бывали в Китае, в разных городах. Мы, например, работали в Доме культуры посольства России в Пекине. Мы работали в пекинских государственных университетах. Мы работали в Харбине. Мы работали в Дацине, Цицикаре, Хэйхэ, могу через запятую. Это не то, что мы продаем там свои спектакли. Нет, мы выезжаем на фестивали и показываем свое творчество, что радует при переполненных залах. Мы были в Нью-Йорке, принимали участие в фестивале «Русское наследие», и нам довелось работать в самом большом там зале театральном «Миллениум», где корифеи наши отечественные работают. Мы были на гастролях в Израиле. Мы посетили 6 городов в разных учреждениях культуры, и театры, и дома культуры, и так далее. Мы ездим по стране. Мы проехали всю свою родную Амурскую область. Поэтому гастрольное дело для нас очень близкое. И уже у нас на Сахалине были, во Владивостоке, в Хабаровске неоднократно, Биробиджан. Вот добрались до вас, остался неосвоенным Магадан. Ну, как-то с Колымой мы решили подождать пока. И есть приглашение приехать нам на Камчатку. Но это еще впереди. А вот как за рубежом люди оценивают ваши пьесы? Мы привозили в Израиль пьесу, одна американского драматурга, а одна наших российских драматургов. Вы знаете, конечно, к нам приходит русскоговорящее население. Если в Израиле там из 6 миллионов, условно, немногим более миллиона, это русскоговорящие, я не говорю русские, русскоговорящие. Вот залы были во всех учреждениях культуры переполнены. Это дело фестиваля, было их наполнять, но я знаю, что они билеты продавали. И зрители принимали стоя и говорили: вы нам привезли глоток Родины. Поэтому вот эту важную миссию, я думаю, мы будем продолжать. У меня в планах обязательно съездить в Японию, потому что у нас завязались отношения с театром из города Киото, и он в прошлом году у нас был на гастролях, и я выстраиваю вот этот тяжелый для нас маршрут. Я думаю, все получится. А много ли у вас в Благовещенске молодых актеров, режиссеров? Как вообще готовите кадры? Это сложная ситуация. Это сложная ситуация. В основном комплектуем мы кадры театральные за счет выпускников Дальневосточного института искусств. Мы выезжаем на место, отсматриваем, приглашаем. Не всегда приезжают. Тем не менее, в этом году я должна констатировать, что 4 молодых и очень хороших актеров из Иркутского театрального училища приехали, влились в труппу и уже увидят зрители города Якутска их на сцене своей. Далее, режиссеры мы приглашаем со всей страны, слава богу, мы имеем такую возможность.
Конечно, сложности. У нас же теперь как выпускники высших учебных и средних заведений, как чеховские «Три сестры». Москву. У них там больше возможностей реализоваться. А вот тот, кто остается, он имеет возможность поработать непосредственно в профессии, не бегать по кастингам, не сниматься в каких-то фильмах не очень высокого порядка художественного, а довольно долго и добросовестно и ярко, профессионально раскрыться в театре. Каждый год мы приглашаем молодых специалистов, пополняем труппу. Вот вы возглавляете областной театр уже более 20 лет, а до этого вы были диктором телевидения. Это вам как-то помогло в дальнейшем? Вы знаете, я очень рано начала свою трудовую деятельность, так сложилось. И первая запись трудовой книжки «Диктор», действительно. Ну, я думаю, это все для общего развития. После этого у меня много было работы. Я и режиссером телевидения работала, и заканчивала высшие режиссерские курсы в Питере телевизионщиков. Я работала начальником отдела культуры. Я много лет работала, 11 лет начальником отдела культуры на БАМе. Я работала заместителем начальника управления. И можно сказать, что я была направлена в театр волевым порядком, чтобы театр поднять с руин. Ну вот мы 20 лет вместе, и, вы знаете, много идей еще, много желаний, много перспектив, планов, поэтому пока расставаться не хочется. А что бы вы пожелали якутскому зрителю и вашим коллегам по театру? Вы знаете, есть замечательные слова у Александра Белинского. «Любите ли вы театр так, как люблю его я? Всеми силами души вашей пропускаем все, и я хочу сказать, любите театр, идите в театр, умрите там, переживите все эти интересные события вместе с театром и выйдите оттуда обогащенными, счастливыми, радостными. Я желаю зрителям якутским хорошей встречи с нашим театром. Я очень надеюсь, что они не разочаруются. Так что до встречи. Татьяна Федоровна, большое спасибо вам за то, что согласились дать нам интервью. А я напоминаю, это было актуальное интервью. Гость нашей студии, руководитель театра Амурской драмы